Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования приветствует всех участников проекта 500+ в 2022 году. Буквально 2 минуты назад у нас завершился установочный семинар для кураторов проекта. Я думаю, что некоторые из них к нам сейчас тоже подключатся. А сейчас мы встречаемся именно со школами-участниками проекта, с теми образовательными организациями, которым посчастливилось стать участником данного проекта и получить адресную методическую поддержку для того, чтобы выйти из зоны низких образовательных результатов. Коллеги, очень важно, что мы с вами вместе работаем над достижением цели национального проекта образования. Да, и наш с вами главный результат, который обозначил президент Российской Федерации в своем указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, это вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Что для этого нам с вами нужно? А для этого мы с вами можем использовать те показатели, которые представлены в качестве уровней функциональной грамотности в исследовании ПИЗа. Вот мы с вами здесь видим табличку, да, табличка, в ней столбцы математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-научная грамотность, и представлено 6 уровней. И вот красная граница между 3 и 4 уровнем – это как раз граница между интервалом, да, 400 баллов и 500 баллов. И вот наша с вами задача – это чтобы ребята достигли 4 уровня, то есть 500 плюс баллов. Именно поэтому наш с вами проект так и называется 500+. Да? Все связано с достижением уровней функциональной грамотности. Вот посмотрите, представлена на данном слайде характеристика 4 уровня. На 4 уровне у ребят уже проявляется способность использовать имеющиеся знания и умения для получения новой информации. Но мы-то с вами всегда должны смотреть на перспективу, да, и стремиться к более высокому уровню, 5-6 уровни. На этих уровнях ребята уже могут самостоятельно мыслить, они способны функционировать в сложных условиях. Но пока у нас с вами еще результаты не такие высокие, как хотелось бы. Да? Вот на данном слайде представлены результаты региональной оценки по модели ПИЗа, которая проводилась в 2020 году в школах Республики Коми. 75 образовательных организаций участвовали в данном исследовании, 2250 обучающихся. И, коллеги, мы сами видим, что пока еще результаты, они действительно оставляют желать лучшего. Ну, конечно, да, мы с вами достигаем уже где-то 4 уровня, где-то даже 5-6 уровней, но мы видим, что еще достаточно большое число ребят находится на уровне, который ниже уровня 2. Да? Вот эта красная зона, она еще достаточно большая. То есть наша с вами задача стремиться к тому, чтобы эта красная зона ушла в 0, да? А голубая зона или синяя зона уровня 5-6, чтобы эти зоны возрастали. Да? Для этого мы с вами должны приложить все усилия, в том числе и в рамках проекта 500+. В Республике Коми, напоминаю, принята региональная программа по совершенствованию механизмов управления качеством образования на 2020-2024 годы. И важное место в данной программе занимает раздел 1.2. Это система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. То есть именно поэтому мы с вами нашу работу совместную проводим уже не первый год, поскольку это очень важная задача. Что собой представляет федеральный проект 500+. Это проект, который направлен на методическую поддержку общеобразовательных организаций, которые на сегодняшний день пока еще имеют низкие образовательные результаты обучающихся. Цель проекта заключается в том, чтобы обеспечить качественное образование для всех обучающихся, независимо от места их жительства, независимо от социального статуса родителей, независимо от других факторов. И оказание школам помощи на муниципальном уровне, на региональном уровне по преодолению тех факторов, которые обуславливают низкий результат обучения и сложные социальные условия. Вот здесь вы видите 3 основных составляющих данного проекта. Да? Прежде всего, это образовательные организации, которые отобраны для участия в проекте. Образовательные организации отбирались по методике Рособорнадзора и по методике ФИОКа. Чуть позднее об этом тоже мы с вами говорим, как именно организации отбирались и почему именно ваша школа попала в данный перечень и попала в проект.
В этом списке у нас 79 школ в этом году. К сожалению, есть школы, которые уже не первый раз в этот список попадают. И мы старались с этими школами отработать в рамках проекта в 2022 году. То есть именно эти школы мы прежде всего рекомендовали на уровне региона включить в данный проект. То есть вот из 79 школ было отобрано 29 школ в 18 муниципалитетах. Если в 2021 году мы отбирали преимущественно сильно не успевающие школы, то в этом году у нас в проект попало примерно поровну школ базово не успевающих, это где примерно 30% ребят имеют низкие образовательные результаты. Умеренно не успевающие школы, тоже 30% таких школ мы взяли, и 30% это сильно не успевающие школы. А также при отборе учитывался уровень ресурсных дефицитов. Базовый, либо повышенный уровень ресурсных дефицитов. Второй составляющей проекта выступает организация методической и ресурсной поддержки школ. Выстраивается она на основе открытой методики адресной помощи, которую разработал Федеральный институт оценки и качества образования. Это наш федеральный оператор проекта. И именно на сайте этого института вы можете найти очень много разнообразных методических материалов, которые окажут нам с вами методическую поддержку. И еще одна составляющая проекта заключается в том, что школы, участники проекта должны впоследствии стать источниками практического опыта для других школ региона. Коллеги, действительно, в нашем регионе эта идея уже выстраивается. Помогать вам будут кураторы. У каждой школы будет свой куратор. В прошлом году у нас было в проекте 25 школ, и, соответственно, 19 кураторов с нами работали. Вот из этих 19 кураторов 12 человек в этом году работает второй год. То есть люди уже имеют достаточный опыт и готовы этим опытом с вами делиться, помогать вам. Также очень важно отметить, что в числе кураторов у нас несколько человек из тех школ, которые в прошлом году были школами-участниками проекта. Да? То есть школа уже наработала свой опыт, школа преодолела вот тот порог низких результатов, она уже не вошла в этом году в список Рособорнадзора, и коллеги из управленческих команд этих школ согласились стать кураторами проекта в 2022 году, то есть поделиться своим опытом, своими наработками в преодолении низких образовательных результатов, за что, конечно, мы их благодарим. Да, вот мы видим, что наши кураторы тоже к нам подключаются, перешли из другого вебинара. Замечательно. Значит, все вместе будем дальше прорабатывать. Итак, коллеги, на данном слайде представлена организационная схема проекта 500+. Ну, возможно, вы ее уже зрительно вспомнили. Да? Мы говорили об этой схеме на нашей первой встрече с участием представителей Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Юлия Анатольевна Савина представляла идеологию проекта и данную схему. Ну, давайте еще раз определимся, да, кто в качестве основных участников проекта с нами совместно будет работать. Вот основной принцип организации проекта – это принцип сотрудничества. Наш федеральный оператор – Федеральный институт оценки качества образования. Именно он будет организовывать поддержку работы кураторов, он предоставляет методики, диагностический инструментарий, осуществляет консультирование и мониторинг. И также затем ведет сбор методик и апробированных практик. На сайте ФИОКа вы можете найти очень много полезных и интересных материалов для того, чтобы выстраивать свою работу. Кроме того, еженедельно будут проводиться методические семинары. Буквально вот несколько часов назад я получила информацию о том, что завтра в 10 часов будет проходить методический семинар установочный для школ участников проекта и для кураторов проекта. И, коллеги, во вкладочке «Вопросы» я разместила ссылки на завтрашний семинар. Пожалуйста, подключайтесь к нему, принимайте в нем участие. На уровне республики все процессы внутри проекта курирует региональный координатор. Это я, Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. И именно наш институт будет оказывать методическую поддержку непосредственно школам, кураторам проекта и нашим муниципальным координаторам. 18 муниципальных координаторов с нами совместно будут работать, то есть в тех муниципалитетах, из которых отобраны школы. 29 школ, как я уже говорила, и именно школы будут заниматься тем, что будут формировать и реализовывать свои дорожные карты, свои программы развития, концепции развития и антирисковые программы. Кураторы
будут помогать непосредственно вам, школам, будут вас консультировать, проводить мониторинг качества разрабатываемых вами документов и результативности тех мер, которые вы принимаете. В проекте с нами 26 кураторов, то есть у нас 3 куратора работают одновременно с 2 школами. И, коллеги, тоже важно отметить, что у нас есть муниципальные команды, да, там, где школы и кураторы из одного муниципалитета, и есть у нас 3 межмуниципальные команды. Это команда, куратором которой является Николай Васильевич Гуськов, он сам из Усинска, а работает со школой Вуктыла. Вторая команда куратора Нина Александровна Исакова из Ухты, а курирует школы Троицко-Печорска. И еще одна команда, это команда школа Сысольского района, а куратор у нас из Княжпогорского района Татьяна Михайловна Казакова. То есть вот такие 3 межмуниципальные команды. И я обращаюсь к муниципальным координаторам, если вы нас слышите, да, пожалуйста, оказывайте поддержку кураторам, которые не из вашего муниципалитета. Да, пожалуйста, чтобы взаимодействие у нас с вами выстраивалось и не было таких заминок, которые вот возникали в прошлом году, когда не всегда куратор мог до школы достучаться, скажем так. Но тем не менее в прошлом году все школы смогли в конечном итоге собраться, сформировать свои концептуальные документы, сформировать свои антирисковые программы и даже приступили к их реализации. И в течение первого года вот они свои антирисковые программы реализовали, представили подтверждающие документы. Ну, коллеги, конечно, очень важно, чтобы все наши мероприятия мы выполняли в установленные сроки. ФИОКа очень четко следит за сроками. Вот стоит контрольная точка 1 октября. Будьте готовы к этому дню все свои работы завершить, все результаты представить в информационной системе. А составные части проекта, которые ФИОКа для нас с вами подготовила, это открытая методика адресной помощи, куда входят методические рекомендации, актуальная аналитика, публикации, и ко всем разделам методики представлен онлайн-доступ. В любое время вы можете обратиться и с этими материалами ознакомиться. Вторая составляющая – это программа поддержки школ. Сюда включается диагностика факторов риска учебной неуспешности в отобранных школах, привлечение кураторов для работы с отобранными школами, обучение и постоянные консультации линий для участников и информационная система на базе личных кабинетов ФИСОКа. Да, Анна Степановна, я так и сказала, что Татьяна Михайловна из Карткировского района, она курирует школу в Сысольском районе. Межмуниципальная команда. И третья составная часть – это открытый банк актуальных методических материалов по проекту. Коллеги, очень важно, что проект идет уже в течение 3-го года. В 2020 году наша республика не принимала участие в проекте, было 20 регионов в проекте. В 2021 году мы с вами отработали, уже все регионы подключались, и в этом году тоже все регионы работают в этом проекте. Ну, за эти 1,5 года наработано уже достаточно много интересных идей, и все они собраны в банке лучших практик на сайте ФИОКа. Коллеги, остается еще, наверное, несколько вопросов у вас. Каким образом вы попали в этот список школ, да, почему именно ваша школа была приглашена в проект? Прежде всего, конечно, здесь первый шаг при отборе школ – это формирование начального списка рисковых школ посредством использования данных федеральных мониторинговых процедур, которые осуществляются на разных уровнях образования. Да? Это и результаты ВПР, результаты ОГЭ, результаты ЕГЭ. Этот шаг осуществляет Рособорнадзор. То есть мы здесь отношения к этому не имеем. Рособорнадзор анализирует результаты оценочных процедур. И вот далее мы видим представлены критерии, да, по которым школы попали в этот список школ. Прежде всего, это организации, в которых не менее чем по 2 оценочным процедурам и в 2019-2021 годах были зафиксированы низкие результаты. То есть, коллеги, здесь и результаты ОГЭ, ЕГЭ, и результаты ВПР сопоставляются. Многие школы мне звонили, спрашивали, а вот у нас результаты ОГЭ хорошие, ЕГЭ хорошие, почему мы в этом списке оказались? Ну, видимо, какие-то проблемы с ВПР, то есть какие-то результаты не стыкуются. Также в этот список попали школы, в которых хотя бы по 1 оценочной процедуре в каждом из 2 предыдущих учебных годов, да, то есть за 3 года берутся результаты, были зафиксированы низкие результаты. То есть в прошлом году у вас низких результатов не было, но в позапрошлом они были, поэтому вы в этом списке оказались.
И обратите внимание, да, что при анализе данных ОГЭ и ЕГЭ учитываются результаты участников, полученные до пересдачи. А результаты выпускников прошлых лет вообще не учитываются. То есть такая очень сложная методика, которую осуществляет Рособорнадзор. То есть нам в республику пришли уже готовые данные, пришел готовый список 79 школ. И вот видите, в красной рамочке обозначено понятие низкие результаты, которые раскрываются уже ФИОКом. То есть низкие результаты – это результаты оценочной процедуры, при которых не менее 30% от общего числа участников получили отметку 2 на ВПР, либо не преодолели минимальный порог, предусмотренный спецификацией ОГЭ и ЕГЭ. То есть вот именно поэтому школы попали в список Рособорнадзора. Далее уже мы на основании комплексного анализа данных для группировки рисковых школ по типу школы, по доле слабоуспевающих учащихся, дефицита кадров, инфраструктуры и так далее, провели анализ совместно с нашими коллегами в муниципалитетах и выбрали те 29 школ, то есть квота 29 тоже нам была спущена ФИОКа, ни больше, ни меньше, именно 29 школ нам нужно было отобрать для участия в проекте. Все мы согласовали с нашими муниципальными коллегами, и именно с учетом образовательного потенциала региона, кластеров, специфических групп и контекстных данных, ваши школы были рекомендованы к участию в проекте. Коллеги, очень важно помнить, что те школы, которые отобраны к участию в проекте, они, вот зеленая рамочка, впоследствии должны стать источниками практического опыта для других школ региона. Поэтому школы должны максимально широко представлять многообразие школ региона. То есть у нас с вами есть и городские школы, большие, крупные городские школы, есть небольшие городские школы, есть школы сельские, крупные и не очень, да? Есть школы малокомплектные, есть основные общеобразовательные школы, есть средние общеобразовательные школы. Да? То есть достаточно большое многообразие школ у нас представлено. И, соответственно, кураторы, они тоже представляют собой школы во всем их многообразии. Коллеги, я надеюсь, что я сняла некоторые ваши вопросы по поводу того, почему все-таки ваша школа попала в данный список. Коллеги, мы дали возможность вам, школам, которые попали в этот список Рособорнадзора, преодолеть вот эту планку низких образовательных результатов, да? Осуществить те мероприятия, которые позволят повысить образовательные результаты, да? Осознать те проблемы, которые приводят к этим низким образовательным результатам. И совместно с кураторами, совместно с нами, с Институтом развития образования, с нашей командой постараться сделать так, да, выстроить свою работу так, чтобы преодолеть вот эти риски низких образовательных результатов. А что же является факторами риска низких образовательных результатов? Ну, прежде всего, да, это низкий уровень оснащения школы, это все мы с вами понимаем. Это дефицит педагогических кадров, тоже понятный риск. Это недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. Это высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Это высокая доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. Это может быть пониженный уровень школьного благополучия, низкая учебная мотивация обучающихся, низкий уровень дисциплины в классе. Также это, конечно, может быть низкий уровень вовлеченности родителей. Коллеги, вот те 10 рисков, которые ложатся в основу рискового профиля школы. Все мы с вами завершили анкетирование. Благодарю всех, кто участие в анкетировании принял, кто организовывал участие обучающихся, родителей, учителей. Замечательно. Вчера на встрече ВКС с региональными координаторами представители ФИОКа нас отметили, нашу республику, как тех, кто 100% принял участие в анкетировании. Это замечательно. Значит, рисковые профили школ будут достаточно адекватными, достоверными, и мы увидим именно те риски, которые действительно в ваших образовательных организациях выявляются. То есть вот здесь 10 рисков представлено, они лежат в основе рисковых профилей школ. Завтра на нашем семинаре мы будем говорить, что дальше делать с рисковым профилем школы. Ну и, конечно, мы с вами должны помнить о том, что школа, которая успешно преодолевает риски, получает более высокие результаты. Да? Поэтому очень важно осознать, что да, действительно, такой риск у нас имеется. Как с ним работать,
как выстроить работу, чтобы этот риск исключить в дальнейшем. Как раз на это будет направлено наше с вами взаимодействие. Что прежде всего приводит к низким образовательным результатам? Ну, здесь вот три группы таких больших факторов, да, три большие группы. Это ресурсы кадровые, прежде всего, и материальные, поскольку вот в красной рамочке вы видите, да, фразу «результаты школьников не могут превышать уровень компетенции учителей». Да, поэтому очень важно преодолевать вот этот вот низкий уровень компетентности учителей, повышать его постоянно. Да. Для этого мы с вами тоже будем организовывать различные методические наши мероприятия, повышение квалификации и так далее. Вторая группа факторов – это школьная среда. То есть сложился ли у вас в школе климат благополучия, традиции общения, традиции взаимоподдержки участников образовательных отношений, насколько слажена управленческая культура сформировалась. Тоже очень важный момент. И третья группа факторов – это контекст. То есть это образовательный потенциал территории, где находится ваша школа. Здесь очень важно, доступны ли для ребят заведения культуры и дополнительного образования. Есть ли перед ребятами ориентиры для возможного продолжения обучения, для построения карьеры? Насколько семьи ребят активно заинтересованы в поддержке учебных интересов и амбиций детей? То есть все это важные группы факторов, которые могут привести к низким образовательным результатам. Ну, коллеги, хотелось бы привести некоторые ключевые результаты проекта, которых мы добились в 2021 году совместно со школами, совместно с нашими кураторами и муниципальными координаторами. Я уже говорила, что 25 школ у нас участвовало, 17 муниципалитетов было задействовано. В каждой школе участницы проекта сформировались условия снижения рисков низких образовательных результатов. Мы это видим действительно по тем мероприятиям, которые школы осуществили, по тем документам, которые школы представили. Сформированы муниципальные команды с опытом реализации школьных программ развития. Сформирована система подготовки многоуровневых управленческих команд, которые работают на реализацию общих задач. Ну и, конечно, основной результат – это повышение эффективности региональной системы образования за счет того, что идет интеграция с другими федеральными проектами. Вот здесь, коллеги, очень важно, чтобы мы в рамках проекта 500+, задействовали те ресурсы, которые в рамках других проектов. В рамках проекта «Современная школа». Да, это точки роста, которые созданы во многих школах. Это участие в проекте «Цифровая образовательная среда», да, то есть то оборудование, которое мы в рамках этого проекта получили. Все это должно работать на достижение высоких результатов, на преодоление низких результатов, и в том числе в рамках проекта 500+. И, конечно, коллеги, мы очень рады, что в списке школ 2021 года, который Рособорнадзор представил, у нас уже 10 школ, которые участвовали в проекте в прошлом году, отсутствуют. И, как я уже сказала, некоторые из них в этом году решили выступить в роли кураторов. Это замечательно. ФИОКа регулярно проводит анкетирование участников проекта. И вот здесь представлены два слайда, да, с ответами на вопросы. Вопрос для кураторов был, и вопросы были для школ. Да, вот первый вопрос: как вы оцениваете текущую вовлеченность вашей школы в проект? Этот вопрос был представлен для школ, и мы видим, что большинство школ оценивают вовлеченность своей школы на 4 балла. Да, 10 школ на 4 балла. То есть 4 балла – это учителя и сотрудники достаточно заинтересованы в результате проекта, поддерживают своими действиями его реализацию. И мы видим, что на 1 и 2 балла никто не оценил. Это замечательно. Да? То есть это подтверждает, что действительно школа вовлеклась в проект, была вовлечена в проект и будет эту работу в дальнейшем продолжать. А вот на втором слайде, вторая диаграмма, представляет ответы на вопрос, какой вид работы по проекту оказался для школы самым трудным. Красным показаны ответы кураторов, синим показаны ответы школ. И мы видим, что наибольшие трудности вызывает внедрение изменений, работа по-новому. Большинство кураторов именно это обозначили, и большинство школ тоже именно это направление обозначили. На втором месте идет разработка концептуальных документов по сложности. На третьем месте по сложности это подготовка подтверждающих документов. Коллеги,
Очень важно, да, в этих опросах участвовать, чтобы стопроцентное у нас участие было, поскольку это тоже является одним из показателей рейтинга вовлеченности региона в реализацию проекта, который ФИОКа будет проводить 3 раза за 2022 год. Но что еще важно? Важно, что результатами от участия в проекте является формирование школьной образовательной среды, которая способна противостоять рискам снижения образовательных результатов. Но есть еще и дополнительные результаты для школ. Это, конечно, партнерство, да, когда школы получают возможность общения, обмена опытом внутри профессионального сообщества нашего с вами 500+, с возможностью дальнейшего выстраивания партнерских отношений. Это, конечно, возможность повышать квалификацию, да, поскольку вам будет предоставлена поддержка при изучении современных методов решения управленческих, педагогических задач. Конечно, это развитие внутренней системы оценки качества образования, да, поскольку мы сделаем все возможное, чтобы вы освоили навыки комплексной диагностики факторов, которые влияют на качество образования, чтобы вы активировали внутришкольную систему оценки качества образования и объективной самооценки. Конечно, важным дополнительным результатом является повышение качества управления, да, поскольку школьные управленческие механизмы очень важно также внедрить в деятельность управленческой команды образовательной организации, да, то есть планировать свою деятельность через постановку актуальных целей и задач, определять показатели их реализации, внедрять релевантные меры. Ну и такой результат, как насмотренность, да, то есть вы видите примеры других школ-участников проекта, знакомитесь с опытом резилиентных школ, да, можете изучать опыт других регионов. Чем больше изучено решений, тем проще вам будет готовить свою собственную программу развития. То есть это тоже важные результаты участия в проекте. Поэтому мы с вами говорим, что основная задача школы – это планирование и реализация мер, которые способны привести к наступлению позитивных изменений. То есть очень важно внедрить новые практики по тем направлениям работы, где сосредоточены наибольшие риски снижения результатов. А для этого очень важно сформировать навыки объективной самооценки, да, то есть навыки определения своих дефицитов и разработки мер по их компенсации, навыки целеполагания, поскольку от точности постановки цели зависит успешность ее достижения, навыки управления на основе данных. Там мы с вами понимаем, что для того, чтобы создать эффективный план развития школы, необходимо обладать большим количеством данных об учебном процессе и о его результатах. Итак, школа, в отношении которой реализуются меры поддержки, формирует и реализует концепцию развития школы, среднесрочную программу развития школы и антирисковую программу по реализации предусмотренных мер. Далее, да, на основе этих концептуальных документов формируются внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон, и обязательно, чтобы весь школьный коллектив включился в совместную деятельность по преодолению этих рисков. Какими могут быть направления работы школ участников проекта? Ну, вот, опыт 2021 года показывает, да, что это, конечно, прежде всего развитие внутришкольной системы объективной оценки качества. Это построение системы методического сопровождения педагогов с нашей помощью, с помощью ваших муниципальных координаторов. Это устранение дефицита педагогических кадров. Тоже здесь подключаются и муниципальные координаторы, это мы можем использовать сами возможности проекта «Земский учитель», да, который сейчас уже в республике снова запущен. Конечно, важный момент – это повышение уровня оснащения школы. Это снижение уровня учебной неуспешности. Это повышение учебной мотивации школьников, повышение дисциплины в классе, выстраивание взаимоотношений с родителями, повышение школьного благополучия, организация работы при высокой доле обучающихся с инклюзией. Как эти направления работы реализовать, об этом мы с вами будем говорить тоже на наших дальнейших семинарах. И целая серия мероприятий у нас будет для вас подготовлена. И также, пожалуйста, федеральный опыт изучайте. Все это будет нам с вами помогать. Ну, а главным вашим помощником будет, конечно, куратор образовательной организации. Только сейчас, да, мы несколько минут назад завершили наше общение с кураторами. Куратор будет являться проводником новых идей для дальнейшего развития вашей школы. И именно куратор будет помогать вам осознать те проблемы, которые у школы имеются, потому что не всегда бывает нам с вами легко, да, принять очевидное, но со стороны взгляд он всегда важен, да, и со стороны всегда видится больше. И куратор – это уже опытный человек, который поможет вам
увидеть эти проблемы, осознать проблемы и направить ваши усилия по анализу и разрешению трудностей, которые могут быть связаны с организацией либо с реализацией образовательного процесса. Кураторы глубоко изучают методику адресной поддержки и применяют ее в общении с вами, со школами. Очень важно, чтобы у куратора была возможность посетить школу, то есть лично изучить ситуацию, которая в школе сложилась. Да? Вы получите рисковые профили школы, но рисковый профиль, он разработан на основе результатов анкетирования. Да? Но мы с вами знаем, как люди иногда, бывает, заполняют анкеты, не всегда это бывает адекватно, да, не всегда достоверные ответы бывают, но тем не менее очень важно, чтобы куратор вот увидел, как действительно в школе обстановка сложилась. Да? Очень важно установить личные контакты куратора и директора, и в целом коллектива школы. Поэтому, пожалуйста, продумайте, да, такую возможность, чтобы куратор вашу школу посетил. Рисковые профили, Сергей Александрович, я сейчас об этом буду говорить. На этой неделе ФИОКа обещала загрузить в личные кабинеты школ рисковые профили. Надеемся, что действительно все так и сложится. И куратор, изучив реальную обстановку в школе, он должен верифицировать рисковый профиль школы. То есть либо подтвердить те направления рисков, которые в рисковом профиле отражены, да, либо по каким-то направлениям вы придете к соглашению о том, что это для вас на самом деле не актуально. И очень важно выбрать те несколько направлений, по которым вы будете вести работу в течение этого года. Завтра об этом более подробно мы с вами будем говорить. А также куратор будет согласовывать все этапы, которые вы будете фиксировать в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Да? То есть каждый документ куратор должен изучить, то есть вы его в систему загрузили, куратор заходит в систему, документ изучает. Если все хорошо, если он совсем согласен, он этот документ согласовывает. Либо, если вдруг у него есть какие-то рекомендации, замечания, он пишет их в чате в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт и отправляет документ на доработку. Поэтому, коллеги, вот очень важно вот это взаимодействие с куратором выстроить. И личные отношения выстроить, да, и взаимодействие выстроить, и очень важно взаимодействие внутри электронной системы. Все кураторы, кандидаты в кураторы прошли анкетирование, прошли его успешно. Кураторы назначались из числа сильных школьных управленцев региона, да, это завучи директора успешных школ, и, как я уже сказала, да, многие из них работали с нами в проекте в 2021 году, и некоторые кураторы из тех школ, которые участвовали в проекте в 2021 году. А также среди кураторов у нас есть победители и призеры конкурса «Лучший директор школы», лучшая управленческая команда, представители опорных школ Республики Коми, управленческих команд. Поэтому действительно команда кураторов, она у нас очень такая сильная, очень активная. И я думаю, что у вас получится у всех выстроить вот это взаимодействие в школьной команде совместно с куратором, да, и на уровне муниципалитета. Коллеги, мы в этом году задумали таким образом, что у нас в некоторых муниципалитетах есть не одна школа, а несколько школ. Да? И вот здесь уже будет именно муниципальная команда, школьная команда и команда кураторов, которая будет работать со всеми школами этого муниципалитета. Попробуем вот такую модель тоже отработать. То есть не один на один куратор школа, а несколько школ и команды кураторов. Я думаю, что здесь должно тоже у нас все получиться. Итак, основные функции куратора. Куратор посещает школу, куратор консультирует школу и куратор проводит экспертизу документов. Я уже упомянула об информационной системе мониторинга электронных дорожных карт, так называемой ИСМЭДЭК. В ближайшее время все школы будут в нее заведены. Вот вчера нам об этом федеральный оператор сказал. У вас личные кабинеты на ФИС-ОКО уже у каждой школы обновленные есть. И вот на той же платформе у нас будет раздел представлен дорожной карты, там каждая школа будет работать уже в рамках проекта 500+. То есть именно эта информационная система, она обеспечивает нам систематизацию и прозрачность всех действий школы, кураторов, муниципальных координаторов в рамках проекта. Я как региональный координатор вижу все школы, всех кураторов, кто как работает, кто как взаимодействует. Могу тоже где-то там в чате какие-то свои комментарии писать. Поэтому, коллеги, пожалуйста, будьте активны.
в этой информационной системе. То есть основными функциями этой системы являются проектирование школами работы по выходу из группы риска низких результатов, это прозрачная предметная коммуникация с другими участниками, и это экспертиза прохождения ключевых этапов проекта и получения обратной связи. 3 основных раздела представлены в этой системе. Стартовая диагностика. Здесь будет размещен рисковый профиль в школы. Участники проекта школа и куратор должны будут его проанализировать. Муниципальный координатор тоже к этому процессу желательно должен быть подключен, чтобы верифицировать профиль и выбрать те риски, с которыми вы будете работать. Более подробно тоже завтра будем об этом говорить. Второй раздел – это программа развития. Здесь будут размещены вами концептуальные документы. Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы. То есть это вот тот самый главный управленческий раздел системы, который будут анализировать наши федеральные эксперты. То есть все зависит именно от качества проработки концептуальных документов и дорожных карт. И третий раздел – это риски. То есть в этом разделе будут представлены именно те риски, которые вы выбрали из рискового профиля. И основная задача этого раздела – обеспечить мониторинг наступления изменений в школьных практиках. И в этом разделе вы будете в каждом риске подгружать документы, которые подтверждают реализацию вами мероприятий. Да? То есть антирисковая программа и документы, подтверждающие выполнение мероприятий этой антирисковой программы. Куратор будет проводить экспертизу всех документов, согласовывать, либо отправлять на доработку, используя для этого встроенный чат. Вот на данном слайде представлен общий алгоритм взаимодействия участников проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Вот приблизительно так вот внизу, да, 2 слайдика представлены, как это все выглядит. Наша с вами главная задача, чтобы вот все вот эти прямоугольнички стали зелененькими, чтобы красных не было, чтобы синих не было. Все должно быть зелененькое в определенное время, да, чтобы все контрольные точки у нас с вами вовремя были выполнены. Это очень важно, тоже ФИОК отслеживает. Мы тоже каждую неделю будем проводить срезы, да, смотреть у кого что и как, и направлять эту информацию в наше министерство. Муниципальный координатор организует помощь в разработке мер поддержки школ, в обеспечении инфраструктуры и ресурсов, и также подключаются к мониторингу хода реализации программ развития. А школы и кураторы совместно формируют и реализуют программу развития школы, дорожную карту и формируют внутришкольный механизм преодоления факторов риска. Информационное сопровождение проекта в целом осуществляется на сайте института в разделе «Проекты», проект 500+. Здесь вы видите QR-код и прямую ссылку на данный раздел. Здесь также будут размещены все актуальные документы, и в том числе и архив проекта прошлого года. И второй наш с вами помощник – это платформа «Мобильный методист», которая выступает в качестве интерактивной площадки проекта «Эффективная школа 500+.» В ближайшее время мы здесь разместим команды проекта 2022 года. И здесь размещено достаточно много разнообразных материалов. Это и документы, и методические материалы. А также здесь есть возможность выстраивать внутри общение, если вам это необходимо. И школа может размещать свои документы и методические разработки. Кроме того, информационно-консультационная составляющая проекта 500+, на федеральном уровне представлена на данном слайде. Это слайд с нашей вчерашней ВКС с ФИОКа. Будут проводиться еженедельные ВКС с региональными координаторами. Вот у нас они традиционно по вторникам в 10 часов проходят. И завтра, да, начнутся уже еженедельные вебинары для школ по обмену опытом. Коллеги, напоминаю еще раз, во вкладке «Вопросы» представлены ссылки на данные вебинары, да, на вебинар, который пройдет завтра в 10 часов. Пожалуйста, подключайтесь. Также по отдельному графику будет проводиться серия методических вебинаров. Работает телеграм-канал проекта 500+, и электронная почта и форум на ФИСОКа. Итак, коллеги, наши с вами основные контрольные точки. Да? Это участие в анкетировании для разработки рискового профиля. Эту точку мы с вами успешно все прошли. Далее нам с вами предстоит проанализировать рисковые профили совместно с кураторами. Далее, 30 марта, смотрите, у нас контрольная точка – это размещение антирисковых программ. То
То есть концептуальные документы и антирисковые программы должны будут до 30 марта размещены в информационной системе. 1 июня уже будет проходить централизованный мониторинг первого этапа реализации планов. И далее еще одна точка 1 ноября – это централизованный мониторинг второго этапа. Так, ну вот здесь еще некоторые организационные моменты обозначены. Анкетирование школы у нас пройдено, анкетирование кандидатов в кураторы тоже у нас завершено. Назначение кураторов у нас состоялось. Да, сегодня, завтра я отправляю информацию в ФИОКа по назначению кураторов. И буквально на этой неделе мы ждем подписания нашего республиканского приказа по запуску проекта 500+, в котором будут обозначены и все школы, участники проекта, и все муниципальные координаторы этим приказом будут назначены, и все наши кураторы тоже в этом приказе будут обозначены. Коллеги, вот здесь, смотрите, на этом слайде 11 февраля обозначена как точка размещения рисковых профилей школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Сергей Александрович, ответ на ваш вопрос. То есть ФИОКа планирует к 11 февраля разместить. В крайнем случае это 14 февраля. Ну, мы с вами вроде бы все вовремя сделали, все анкеты у нас вовремя были заполнены. Главное, что директора свои анкеты заполнили в указанные сроки, и я думаю, что в ближайшее время рисковые профили мы с вами получим. Если вы не увидите их в своих личных кабинетах, то, по крайней мере, региональному координатору мне они должны будут быть присланы, и как только я получу, я тоже сразу всем школам ваши рисковые профили направлю. Так, ну вот здесь на 2 слайдах у нас представлены общие результаты по анкетированию. Коллеги, мы видим, да, что все руководители у нас поучаствовали в анкетировании, учителя приняли участие, обучающиеся и родители тоже приняли участие. Да. Где-то, конечно, цифры побольше, да, значения, где-то поменьше. И мы видим, что у нас есть школа Нижняя Омра, в которой нет обучающихся 6 класса. Коллеги, я эту информацию федеральному куратору передала, и у нас с вами зафиксировали, что у нас 100% заполнение анкет. Так. То есть вот все 29 школ участие в анкетировании приняли. И я думаю, что рисковые профили, они будут адекватными, достоверными, и мы с ними с вами сможем выстроить работу. Итак, с 11 февраля, ну, в лучшем случае, да, если мы получим рисковые профили, мы начинаем с ними работать. С 14 февраля на следующей неделе начинаем проработку уже концептуальных документов. Далее будет у нас выборочная содержательная экспертиза концептуальных документов, которые ФИОКа будет осуществлять. Они случайным образом любую школу выбирают из региона, там, по-моему, до 15% школ, и смотрят документы. В назначенное время документов нет, все, регион попадает в красную зону. Документ есть, но он низкого качества, регион попадает в красную зону. Поэтому, коллеги, очень важно ответственно относиться к разработке документов. Это касается и самих школ, и кураторов. Бывали ситуации в некоторых регионах, у нас такого не было, это хорошо, когда куратор документ согласовал, федеральный координатор провел экспертизу, документ низкого качества. Работа куратора ставится тоже под вопрос. Тоже регион попадает в красную зону. Коллеги, очень важный момент. Да? Обращать внимание на качество разработки документов. Конечно, мы с вами будем совместно прорабатывать какие-то проблемные вопросы, мы будем организовывать методические наши мероприятия по разработке документов, будем вас консультировать при необходимости. Все это, конечно, вся методическая поддержка с нашей стороны будет оказана. Мы не оставляем вас один на один с вашими рисками и с вашими документами концептуальными. Всякую методическую помощь мы будем вам оказывать. Так, ну вот несколько моментов, да, связанных с нашими дорожными картами. Подготовительный этап диагностический мы с вами успешно преодолеваем. Далее выходим мы с вами на следующей неделе на основной этап. Работаем с концептуальными документами. Кураторы заключают договоры с ФИОКа и посещают школу. Итак, какие документы мы с вами будем разрабатывать? Ну, сейчас у нас такое первое погружение, мы подробно о них говорить не будем сейчас, только самое основное. Да? Концепция развития школы. Она разрабатывается на 2-3 года и представляет собой перспективное стратегическое планирование. То есть это такой системный документ перехода к позитивным изменениям.
То есть это общее такое системное представление о путях перехода от текущего положения образовательной организации к тому, которое мы желаем достичь. Именно концепция развития определяет ключевые направления деятельности, выявляет пути и технологии достижения поставленной цели и задачи. Второй концептуальный документ – это среднесрочная программа развития, которая разрабатывается на 1 год. И, по сути, представляет собой тактическое планирование. То есть среднесрочная программа развития – это такой своеобразный план действий. То есть это цель и задачи развития школы на ближайшее время, на год. Описание условий и мер по достижению наступления позитивных изменений. Разрабатывается среднесрочная программа на основе концепции развития. То есть очень важно, чтобы все документы между собой согласовывались. Это вот как один из минусов был отмечен в прошлом году, что не всегда документы между собой взаимосвязаны бывают. И третий концептуальный документ, группа документов, это антирисковые программы. Разрабатываются они на 1 год и представляют собой уже оперативное планирование. И по каждому выбранному направлению здесь представляется детализация конкретных мер. Указывается цель, задачи, ресурсы, показатели, мероприятия, которые будут использованы в работе для достижения наступления позитивных изменений. То есть это операционный документ. Далее, коллеги, в марте нас ожидает первый опрос участников проекта. Важно тоже, чтобы мы с вами показали 100% участие в этом опросе. И к 30 марта мы должны завершить размещение концептуальных документов в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Как мы уже говорили, да, в апреле будет содержательная экспертиза концептуальных документов, выборочная. И апрель завершается первым мониторингом вовлеченности регионов. Очень важно, что этот мониторинг ФИОКа будет проводить по определенным показателям. То есть это будет содержательная экспертиза региональных дорожных карт, это будет процент прохождения опросов и будет оцениваться работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Тоже очень важный момент. В мае-июне второй опрос участников проекта. Ну и давайте посмотрим на основные показатели мониторинга вовлеченности. То есть важные моменты, на которые мы с вами должны обратить внимание. Ну, первый показатель работы субъекта с региональной дорожной картой. Это оценивают больше нас, меня как регионального координатора, институт как организацию, которая осуществляет методическую поддержку. А вот далее это уже те показатели, которые нас с вами касаются всех. Работа школ, кураторов, муниципальных и региональных координаторов с содержанием концептуальных документов школ. Вот здесь то, что мы с вами говорили, да, что все документы должны размещаться своевременно, все документы должны соответствовать определенным требованиям, о которых далее мы с вами тоже будем говорить, и все документы должны соответствовать друг другу. Следующий показатель – это работа школ и кураторов в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Здесь анализируется исполнительская дисциплина участников проекта, то есть чтобы все было вовремя, чтобы все было подтверждено, чтобы все огоньки горели зеленым, как мы с вами уже сказали. Далее, следующий показатель – это соответствие проводимых мер выбранным школами рискам в рамках мониторингов наступления позитивных изменений. То есть тоже очень важный момент, когда те мероприятия, которые мы с вами осуществляем, документы о реализации которых мы с вами представляем, они должны соответствовать тем дорожным картам, которые вы разработали в марте и прикрепили в эту систему. Да? Потому что было тоже такое замечание к некоторым школам в других регионах, когда в плане, даже в антирисковой программе обозначено одно, а в качестве подтверждающих документов приводится совершенно другое. То есть все должно быть в соответствии. Поэтому на этапе планирования мы должны четко продумать те мероприятия, да, которые приведут нас к позитивным изменениям. Следующий показатель – информационное сопровождение проекта на территории субъекта с целью объединения профессионального сообщества и трансляции успешного управленческого опыта. Коллеги, это вот наш с вами раздел на сайте, это наш с вами мобильный методист. И, коллеги, обращаю внимание, что на сайте каждой образовательной организации, включенной в проект, должна появиться соответствующая вкладочка, соответствующая страница проекта 500+, на которой вы будете представлять свои
основные документы, концептуальные документы должны быть там размещены, и на которые вы будете представлять те мероприятия, которые будут вами проводиться в рамках реализации своих дорожных карт. Обращаю ваше внимание, да? Информационная страничка, раздел на сайте образовательной организации. И, коллеги, муниципальные координаторы, кто сегодня с нами, напоминаю также, да, что на сайте управления образования подобная страничка тоже должна появиться. У вас там вообще должен быть большой раздел «Качество образования». И внутри этого раздела данная страничка может располагаться. Следующий показатель – это участие региональных участников проекта в мероприятиях по обмену опытом. Тоже очень важный момент, коллеги. Мы с вами должны не только научиться, да, работать в рамках проекта, взаимодействовать в рамках проекта, но и должны представлять свой опыт на уровне федерации, то есть участвовать в мероприятиях по обмену опытом. То есть вот те методические вебинары, которые ФИОКа будет проводить, они к участию в вебинарах приглашают также и регионы. В прошлом году мы не очень активно участвовали в представлении своего опыта, мы представили наш региональный опыт. У нас было 2 примера муниципального опыта. В этом году, коллеги, надо будет нам свою активность проявить. И здесь я прежде всего призываю тех кураторов, которые у нас уже не первый год работают, своим опытом поделиться не только на уровне республики, но и на уровне федерации. Так, и еще один показатель, о котором мы с вами уже говорили, это участие в опросах, которые будут проводиться по ходу реализации проекта. То есть фиксируется факт участия. Важный момент. Итак, экспертиза документов начинается с 1 июня по первому этапу. В середине июня будет проходить 2-й мониторинг вовлеченности регионов. И далее уже во 2-м полугодии, в сентябре, будет уже проходить завершающий этап проекта. 2-й цикл еженедельных вебинаров по обмену опытом. 2-й этап мониторинга реализации дорожных карт. Опрос участников проекта очередной. 3-й мониторинг вовлеченности регионов. И 2-й этап мониторинга электронных дорожных карт. К 1 ноября все документы по проекту должны быть уже размещены. То есть, коллеги, я обращаю внимание, да, на сроки. То есть, когда мы с вами будем планировать наши среднесрочные программы развития и антирисковые программы, мы должны ориентироваться, что к 1 ноября мы должны показать, что проект у вас реализован, и все основные мероприятия, они уже вами должны быть проведены. Итак, коллеги, ближайшие наши с вами задачи. Как только мы получим рисковые профили школы, мы их глубоко анализируем. Что дальше делать с рисковым профилем? Завтра мы об этом будем говорить. Вот 2-й пункт, да, провести дополнительные исследования для верификации рисков, представленных в рисковых профилях школы. Далее в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт в разделе «Стартовая диагностика» необходимо будет заполнить таблицу самодиагностики по тем рискам, которые будут вам представлены в рисковом профиле. И важный момент – это выбрать те риски, с которыми вы будете работать. И далее активировать их в информационной системе в разделе «Риски». Коллеги, вот здесь важный момент. В прошлом году некоторые школы решили оставить все риски, которые были им прописаны в рисковых профилях школы. Соответственно, было очень много направлений работы, и сложно было по всем направлениям работу выстроить эффективно. Поэтому, коллеги, вот здесь очень важно с кураторами совместно проработать, да? Выбрать несколько рисков. Пусть это будут 2 риска, 3 риска, ну максимум 4, с которыми вы действительно можете проработать в течение года, где вы действительно можете достичь позитивных изменений в течение года. Это важный момент. Да? То есть не брать на себя непосильные обязанности. Выбрать то, с чем действительно вы сможете справиться в течение этого года. Ну и, соответственно, здесь кураторы вам помогают, проводят верификацию рисков, и далее вы совместно уже приступаете к формированию концептуальных документов. Завтра, коллеги, мы с вами на нашем семинаре подробнее поговорим о том, что делать с рисковым профилем школы.
какие работы провести. И если у вас будут появляться вопросы, вы, конечно, всегда можете нам их задавать. Я думаю, что мой электронный адрес вам уже знаком. Коллеги, пожалуйста, да, сейчас презентацию откроем. Коллеги, пожалуйста, просматривайте регулярно свою электронную почту. Нам федеральный оператор, бывает, шлет информацию буквально за несколько часов до проведения какого-то мероприятия. Поэтому, пожалуйста, почаще заглядывайте. Возможно, что-то важное вам пришло, в чем-то вы должны поучаствовать. Быстро-быстро, срочно-срочно. А если не успели, то это будет большой минус не только вам, не только муниципалитету, но и всему региону в целом. Поэтому, коллеги, если вдруг вы указали в первоначальном сборе информации адрес школы, то я рекомендую все-таки направить именно тот электронный адрес того человека, который у вас курирует проект в вашей школе. Да? От некоторых коллег я уже получила, от заместителей директоров, адреса, и мы с ними уже непосредственно нашу работу налаживаем. Так, коллеги, сейчас мы представим презентацию для скачивания. Можно, если кто-то не видно, нужно обновить страничку. Коллеги, если кто-то не видит, обновите страничку. У вас, да, справа открылось поле, в котором вы можете скачать свою презентацию. Пожалуйста, пометьте в чате, удалось ли скачать презентацию. Итак, коллеги, вот кураторы желают вам успешной работы. Нина Александровна Исакова. Плодотворного сотрудничества всем нам с вами желает. Коллеги, если появились вопросы, вы можете их задать. Напоминаю, что во вкладочке «Вопросы» у нас есть ссылка на завтрашний вебинар от федерального оператора. Пожалуйста, подключайтесь. Там есть ссылка на Zoom и есть ссылка на YouTube. Лучше, я думаю, поучаствовать в Zoom, потому что ФИОКа будет точковать все регионы, что мы с вами поучаствовали. Итак, коллеги, если есть вопросы, можно задать. Если вопросов нет, благодарю всех, кто принял участие. Завтра ждем вас всех в 15 часов на семинар по проработке рискового профиля школы.